Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. Альтернативы. Широкий выбор идей для нормальной жизни. Ключевым источником насыщения местного рынка необходимыми товарами для среднего потребителя является малое предпринимательство. Именно малый бизнес, опирающийся на деятельность небольших фирм, способствует повышению уровня жизни населения, внедрению идей и инноваций. Инновации и современные практики в области предпринимательства. Об этом мы поговорим в ходе сегодняшней передачи «Альтернативы». Представляю вам участников в студии АТВ. Александр Гайдаржи, предприниматель, директор предприятия «Парадис Лем», Светлана Георгиева, координатор центра СИСЛАБ в Камрате, и Вадим Чебан, заместитель Башкана Гагаузии. Здравствуйте. В ходе нашей передачи мы свяжемся с участниками в Кишиневской студии, с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Михай Былда и Оксаной Паладичук, координатором организации по развитию малого и среднего бизнеса в Молдове. Добрый вечер, рады поприветствовать вас из Гагаузии. Добрый вечер. Уникальное предприятие по производству упаковочных деревянных ящиков заработало в Камрате 2 года назад. Дело не только интересное, но, несомненно, очень нужное. Мы подготовили сюжет на эту тему. Давайте посмотрим, а после продолжим наш разговор. Смотрим репортаж. Открытие собственного бизнеса – это путь к воплощению своих идей и, конечно, к достижению финансовой независимости. Однако путь этот нелегкий, так как существует множество проблем и препятствий, на которые начинающие предприниматели должны найти ответы. Молодой бизнесмен из Гагаузии Александр Гайдаржи уже 2-й год занимается производством тары для плодоовощной продукции. Какими принципами руководствовался молодой предприниматель, начиная свой собственный бизнес? Желание было, в принципе, построить какой-то бизнес, но в частности производство тары. Исследовали рынок, соответственно, определили то, что есть место, да, есть объем. Порог входа в этот бизнес, в производство тары, он не маленький, на самом деле, там, начиная от 50 тысяч евро. То есть наша общая совокупность вложение это порядка чуть больше 60 тысяч евро. Как отметил молодой предприниматель, для открытия данного бизнеса необходимо было немало денег. Хорошим подспорьем, по его словам, стало участие в написании проектов в различных программах. Подавали заявки в другие организации, повезло, САРТ одобрила заявку нашу, то есть наш пакет документов, и уже выделили деньги на покупку оборудования. Это оборудование позволяет производить, перерабатывать, точнее, с круглого леса преобразовывать дощечку, что способствует, в принципе, уменьшению себестоимости продукции. Это для Гагаузии, это хорошо, чем, возможно, вы даже можете получить тару на 50 копеек дешевле каждый ящик. Есть новые дополнительные рабочие места. Открытие новых рабочих мест – это главная задача, которая ставится донорами при поддержке какого-либо бизнеса. Поэтому Александру, благодаря полученным деньгам, удалось улучшить не только производство, но и увеличить количество рабочих мест. Коллектив нормальный, молодые ребята все, работаем. Александр вообще со своими обязанностями справляется. Как начальник, он хороший человек. Все помогают друг другу. Кто где не успевает, помогают, бросают свою работу, успеваем, делаем все нормально. У нас сезонное производство, да, то есть мы работаем полгода, в принципе, а остальные полгода служат в качестве подготовки. И вот за полгода у нас общее количество работников от 15 человек до 25 зависит от потока заказов. Да.
То, во что упакован товар, не просто тара, а существенная составляющая продукции, которая оберегает ее во время транспортировки, хранения, а также применения. Поэтому она должна соответствовать всем требованиям нормативов и быть безопасной для покупателя. Кроме этого, нередко именно упаковка своим завлекающим видом становится важнейшим фактором выбора для потребителей. Итак, герой нашего репортажа у нас сейчас находится в студии. Александр, естественно, первый вопрос я задам тебе. Что вот вас привлекло в этой сфере производства и где вы этому научились? Почему именно деревянная тара? На самом деле мы изучали рынок и нашли нишу свободную, и изучили потребности полностью, и определили то, что нету производителей у нас таковых. То есть у нас в Гагаузии больше никто этим не занимается? В Гагаузии нет. Есть еще на юге, в Кабуле там занимаются, но в Гагаузии нет. И приняли решение, соответственно, уже входить в этот рынок и запускать производство. И более того, была проблема у многих наших лидеров, тех, кто занимается садами и виноградниками. Они ездили на север, в центр, соответственно, закупали деревянную тару там. И это, конечно же, транспортные расходы, кроме этого. То есть это немножко облегчает труд нашим предпринимателям, да, местным? Да, безусловно, безусловно, облегчает. Кто у вас покупает тару? Ну, у нас холодильники это производители виноградной продукции, те, кто владеет садами. Вот. Ну, это практически все наши лидеры, которые производят плодоовощную продукцию. И, соответственно, экспортеры тоже. Завоевали, можно сказать, да? Ну, завоевали, это звучит громко, наверное. Пытаемся завоевывать, да. Пытаемся. Вот. Очень такой непростой бизнес. Есть очень много нюансов, деталей. Соответственно, со временем, я думаю, что поставим уже более правильно поставим это производство, потому что видим ошибки свои и, соответственно, уже знаем, куда и в каком направлении идти. Ну, в любом бизнесе есть трудности, проблемы, их можно преодолеть по ходу работы, но вот проникнуть на рынке трудно, да, как вы говорите, но еще труднее там удержаться. Нужны всегда новые идеи. Что у вас новенького? Что-то планируете? Ну, здесь мы хотим на каждой своей продукции, чтобы, допустим, если у нас имеется холодильник, который имеет очень большой объем и экспортирует, соответственно, куда-то в Россию, мы можем вбивать, обжигать на каждую тару, на каждый ящик, обжигать их лейбл или их там логотип, да. Вот, соответственно, это уже преимущество, то есть это были запросы такие со стороны наших экспортеров. То есть вы работаете над этим? Работаем над этим, да. Более того, здесь очень важный момент, надо постоянно производить этот продукт, чтобы он соответствовал качеству, чтобы была геометрия, да, стандарты, чтобы были, чтобы не было так, что человек складывает, да, там грузится машина и, соответственно, поддон куда-то уходит из-за того, что тара некачественная. Этого допускать ни в коем случае нельзя, даже если растет себестоимость, лучше не зарабатывать, но чтобы продукция в сохранности, в целостности доехала до точки назначения. Вадим Петрович, сколько у нас в Гагаузии работают малые и средние предприятия? Как они работают у нас в Гагаузии? Ну, скажем так, количество... Если можно в цифрах, да, может процентом, может количество, я вам скажу примерно, если у нас зарегистрировано около 7200 экономических агентов, примерно 95% это... По Гагаузии? По Гагаузии это предприятия, которые именно из сектора малых и средних предприятий. Ну, скажем так, есть определенная классификация по национальному законодательству малых и средних предприятий. Я могу сказать, что у нас очень много микропредприятий, и количество их с года в год растет. Микропредприятия, это чем они занимаются? Ну, микропредприятия, могу сказать, начиная от крестьянских хозяйств, заканчивая индивидуальными предприятиями. Можем говорить здесь о патентообладателях, можно говорить о предприятиях, которые работают и по фиксированному налогу, по нашему закону. Но в основном это сегмент крестьянских хозяйств и индивидуальных предприятий. И они из года в год растут, особенно их количество растет, и они участвуют в последнее время в различных программах. Вот пример Александра как раз очень показательный в этом плане, именно в рамках программы САРТ.
Я хочу отметить, что развитие этих предприятий, этого сектора достаточно динамичное. Процент роста и, скажем, показатели, динамика роста и по продажам, и по качественным показателям достаточно существенные. Это в среднем, если рынок растет примерно в общем по этим предприятиям, по показателям объема продаж примерно на 5-10-15%, а некоторые предприятия растут и 20-30%, то есть они выше рынка. Доход от таких малых предприятий в процентном Они соотношении? представлены в основном, как они представляют больше семейный бизнес. Это бизнес, который создан семьями, конкретно где работают почти все члены семьи, отец, мать, уже дети. Но я могу сказать, что у нас растет количество предприятий, в том числе из сегмента средних предприятий, и, скажем так, малых и средних. И каждый год мы наблюдаем такую очень важную статистику. Мы делаем анализ и смотрим, как у нас повысилась, скажем, оплата налогов по этому сегменту. Так вот, из года в год количество предприятий, которые оплачивают налогов в наш бюджет, выше 500 тысяч лей по всем видам налогов, растет примерно на 15%. Вы их как-то стимулируете? Ну, конечно, стимулируем. Здесь однозначно их очень важно стимулировать в каком плане, то, что им нужны рынки сбыта. Некоторые предприятия уже переросли русский рынок, молдавский рынок. Эти предприятия уже нуждаются на выходе на европейские рынки, на рынок Турецкой Республики. Ну, у нас, скажем, в общем, если брать по всем сегментам, надо еще понимать очень важные вещи. Если мы говорим о малых и средних предприятиях, то нужно смотреть структуру экономики. В основном это сфера торговли у нас. Это примерно 53%, то есть они заняты в этой сфере. Но в последнее время очень большое количество агропредприятий, предприятий, которые перерабатывают сельхозпродукцию, либо предприятий, которые уже сегодня работают в смежных секторах, вот таких как, допустим, Александр. Это смежный сектор плодовощеводства. Ну, здесь очень примерно говорить о том, что у нас примерно экспорт более-менее сбалансирован по сравнению с средними по стране. Если в среднем по стране, ну, скажем, экспорт примерно 67, уже почти под 70% стран Евросоюза, меньшие страны СНГ, то у нас примерно это 55%, 30% СНГ и 20% Турция. У нас примерно это сбалансировано. 55% вы имеете в Евросоюз? Евросоюз, конечно. Но у нас рынок Евросоюза с каждым годом растет, именно экспорт нашей продукции. Ну, это и мы понимаем почему, потому что с точки зрения ценовых показателей рынок там более интересный. Несмотря на то, что есть определенные требования к качеству продукции, в части сертификации, но из года в год наши предприятия участвуют в различных программах, в том числе программах, которые организует торгово-промышленная палата. Есть определенные субсидии в части получения сертификатов, международных сертификатов ISO, и на сертификаты качества и соответствие определенным международным стандартам. Это очень важно, потому что сегодня любой экспорт, любой продукции, он сертифицируется. Если предприятие имеет стандарт ISO по какому-то сегменту, либо стандарты качества, стандарты экологические, то это дает им определенные возможности именно заходить на более, скажем так, выгодные сегменты рынка с более интересной ценовой политикой. Спасибо. Светлана, ваш центр чем занимается, на какие средства был открыт и как содержится сегодня? Ну, инновационный центр развития карьеры является частью программы САРТ, которая внедряется в программу развития Организации Объединенных Наций и финансируется Европейским Союзом. Перед тем, как начать внедрять данный проект, мы поставили перед собой довольно-таки такую амбициозную цель, наверное, она у всех на устах, это снижение уровня миграции. И достигаем мы этой цели поэтапно благодаря двум компонентам. На сегодняшний день чего достигли? Меньше миграции. Первый компонент, так вот, благодаря этим двум компонентам, это первый компонент, мы помогаем в трудоустройстве людям, то есть для того, чтобы снизить посредством норвежской методологии, которая была разработана доктором экономических наук господином Яном Йоханнесеном. В течение 3 недель к нам приходят участники мотивированные, которые стремятся трудоустроиться и не покидать границы, да, и развивать экономику как в общем в Республике Молдова, так и в Гагаузии. И второй компонент – это направлен на развитие среднего и малого бизнеса. И опять-таки благодаря краткосрочному стратегическому планированию своей бизнес-идеи. То есть они приходят к нам как физические лица.
они стратегически планируют свою бизнес-идею от операционной деятельности, финансовой части, анализа конкурентов и так далее, и так далее. И только после этого предпринимают все возможные меры для того, чтобы открыть свой бизнес. То есть мы немножко меняем некие стереотипы, некий менталитет. Даже если у человека есть какие-то финансовые средства, лучше провести детальный, тщательный анализ, посмотреть, эта ниша свободна, так же, как у Александра, эта ниша свободна, либо эта ниша не свободна, насколько большая конкуренция, высчитать себестоимость и так далее, и так далее. То есть мы Кто проводит эти исследования у вас? Вы сами или да, есть у вас? мы в течение 5 недель, у нас есть консультант по предпринимательской деятельности, она проводит с ними обучение. Консультант местного? Да, консультант местного уровня. И еще одно подспорье для наших предпринимателей. В рамках Сеслаб-центра есть создан фонд поддержки предпринимательской деятельности. То есть мы предоставляем некую помощь, то есть финансовую помощь нашим участникам. Они заполняют форму заявки. Для того, чтобы получить финансовую помощь в рамках Сеслаб-центра, нужно выдержать 3 основных критерия. Первый критерий – это инновационность. То есть бизнес-идея должна быть инновацией. Но взяв во внимание, что инновация – это понятие растяжимое, да, но мы взяли во внимание это то, чего де юре здесь на территории Гагаузии нету. Это первый момент. Второй момент непосредственно направлен на создание не менее 3 рабочих мест. То есть я вам говорила, что у нас есть такая амбициозная цель. У нас есть кузница кадров, то есть людей, которые находятся в активном поиске, и у нас есть предприниматели, которые создают рабочие места. И, соответственно, вот этот вот круг, он является крайне важным. Да, и есть определенная взаимосвязь. И третий критерий, конечно же, Европейский Союз только тогда предоставляет финансирование. В любом случае, каждый будущий предприниматель должен нести свой собственный вклад. У нас 70 на 30. То есть 30%, но здесь нету строгих критериев, чтобы это было именно в денежном эквиваленте. 50 на 50, да? Это может быть недвижимость. Чем больше, тем интереснее. Да, но такой минимальный порог это 70 на 30. Человек может иметь недвижимость, человек может иметь, не знаю, землю какую-то, какие-то средства финансовые, то есть и он может автомобиль, транспорт, он может податься, защитить перед конкурсной комиссией и получить финансирование. А вот сумму нам назовите, какую сумму вы предоставляете? Да, сумма, к большому сожалению, не очень большая, но для стартапов, для тестирования, для начатия своего бизнеса каждая копейка для каждого предпринимателя это является значительным вкладом. Сумма составляет $3000. Ну, тоже помощь. Да, то есть это такое, что это грант, да? Финансовое подспорье. Мало того, что в течение года наш консультант по предпринимательской деятельности предоставляет коучинговые услуги, то есть вовлекается в процесс в случае, если сталкивается с какими-то проблемами, то есть мы занимаемся мониторингом и помощью еще в течение года. И с 2016 года по сегодняшний день было профинансировано 21 предприятие. То есть создано около 65 рабочих мест. И очень радует... А сколько центров существует? Мы начали существовать с 2015 года, но компонент по предпринимательству начали внедрять с 2016 года. Да. То есть за 2 года? За 2 года. В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию. Это же касается и сельского хозяйства, и всего агропромышленного комплекса. Наши коллеги из БАС ТВ подготовили специальный репортаж. После просмотра продолжим нашу дискуссию и смотрим репортаж. В районе Басарабяска в данное время обрабатывается 85% сельхозугодий. Заброшенных полей, виноградников и садов с каждым годом остается все меньше. Фермеры поняли, что если умело использовать инновационные технологии в сельском хозяйстве, то оно может стать довольно прибыльным делом. И первое, что необходимо предпринять, это обновить старую, давно изжившую себя технику на более современную. В последние годы большинство аграрных хозяйств нашего района обновили парк тракторов, сельскохозяйственных машин для обработки земли.
Сельхозпроизводители пришли к выводу, что из-за погодных условий им нужно в оптимальные и очень сжатые сроки успеть подготовить почву или произвести посев культур. Поэтому они начали модернизацию своих хозяйств, приобретая технику, у которой производительность намного выше. Например, один такой трактор может за день засеять пшеницей или подсолнечником до 50-60 гектаров земли, в зависимости от типа сельхозмашины. Насколько современная техника облегчает работу фермера, Георгий Мацку смог убедиться сам. В аграрном хозяйстве его отца Александра Мацку этой весной появились новый трактор и сеялка, которые быстро и эффективно выполняют сразу несколько операций. Вот тут спереди есть бункер для удобрений, сзади бункер для семян подсолнечника. Вот здесь семена захватываются при помощи вакуума. Есть нож, который разделяет землю, образуя борозду для семян. Эти колеса автоматически трамбуют почву, чтобы семена имели более тесный контакт с землей. Тогда лучше сохраняется влага, и они быстрее прорастают. Эта сеялка за день может засеять 45 гектаров. В баках для семян создается вакуум. Если их открыть, то туда попадает воздух. И тракторист у себя в кабине на мониторе сразу видит, что-то не то. Без вакуума семена не могут попасть в землю. Еще на каждом диске есть специальный пылесос. Если в одно отверстие попадает 2 семечки, вторую он отсасывает обратно в бак, и она попадает на свое место, чтобы обеспечить нужное количество растений на 1 гектар земли. Если нужно сеять другую культуру, то расстояние между этими секциями меняется. Для того, чтобы приобрести новую технику, директор фирмы решил взять кредит в банке. Хотя поначалу его терзали сомнения, сможет ли он погасить такую большую сумму. В переговорах с нами, совместно с тем, что они сами изучали технологии, они пришли к выводу, что все-таки необходимо переходить на новые технологии, на более прогрессивные технологии. То есть с момента принятия решения господином Мацку использовать технологии no-till, mini-till, были приобретены специальные сеялки, и для них нужен был более мощный трактор, и мы решили поддержать его в его начинаниях. По словам директора филиала банка, количество кредитов, выданных фермерам Юга Молдовы на приобретение техники, в последнее время заметно выросло. Для того, чтобы заниматься эффективным сельским хозяйством, необходимо приобретать достаточно дорогую технику, инновационную, которая позволяет осуществлять сразу несколько операций. Это позволяет, во-первых, улучшить и урожайность, то есть получить хороший результат и снизить затраты. Поэтому для нас это одна из основных целей финансирования, учитывая, что у нас сельскохозяйственный регион и основные клиенты это, конечно же, аграрии. То есть мы это поставили во главу угла. В районе Басарабяска около 50 экономических агентов, которые обрабатывают площади размером от 10 до 50 гектаров каждый. Еще 30 фермеров возделывают сельхозугодья площадью свыше 50 гектаров. Порядка 70% средних и крупных сельхозпроизводителей в течение последних 3 лет приобрели технику и оборудование, позволяющие им применять инновационные технологии в сельском хозяйстве. Сейчас я хочу обратиться к участникам центральной студии. Господин Былба, какие мероприятия проводит Торгово-промышленная палата Молдовы для продвижения бизнес-идей? И какую поддержку оказывает малым и средним предпринимателям? Спасибо за вопрос. Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что Торгово-промышленная палата имеет филиалы по всей территории Республики Молдова, включительно в Гагаузии. У нас одна из главных задач – это помогать развиваться предпринимательству и найти партнеров для молдавских предпринимателей за рубежом, также привлечение инвестиций из-за рубежа в нашу страну. Я бы хотел отметить наше сотрудничество, которое мы уже имеем на протяжении последних лет в рамках выставки «Произведено в Молдавии». Гагаузия первая из регионов Молдовы, которая резервирует стенд для продвижения предпринимателей из региона Гагаузии. Допустим, в этом году было где-то около 150 квадратных метров
и мы получили заявку год до выставки, произведенной в Молдавии. Это мы в 2016 году только закончили выставку, и на следующем году уже мы получили заявку для 2018 года. Мы, как торгово-промышленная палата, поддерживаем разные инновационные, даже предлагаем компаниям из Молдовы, чтобы включить в свои процессы инновационные технологии, потому что мы должны помогать предпринимателям развивать и найти новые партнеры за рубежом Молдовы. Вот, допустим, в первом случае, если господин Александр, он развил очень хорошие динамичные предприятия, если будут какие-то идеи для того, чтобы диверсифицировать не только тару. Мы можем, допустим, я на прошлой неделе разговаривал с предпринимателем из Польши. Он хочет тоже начать совместное производство в области производства палетов для разных продуктов. Так что торгово-промышленная палата имеет связи с многими, как торгово-промышленными палатами, так вот, к примеру, европейский Enterprise Europe Network, это международная сеть европейская, там мы можем продвигать любые товары и найти партнеров в более 60 стран мира. Для развития предпринимательства, особенно в развитии малых и новых предпринимателей, у нас есть уникальная программа, которую мы недавно выиграли. Это Erasmus for Young Entrepreneur, это Erasmus для молодых начинающих предпринимателей. Обмен опытом от 1 до 3 месяцев в одну европейскую компанию. Если, допустим, вы занимаетесь или имеете какую-то идею развития или деревообрабатывающую промышленность, или в области текстиля и тому подобное, мы можем подыскать какую-то компанию, чтобы она передала те навыки из Европейского Союза здесь, в Молдавии. Также мы можем, если есть хорошая компания из Молдовы, включительно с Гагаузией, мы можем привлечь из европейской страны эксперта, чтобы он работал и здесь непосредственно на месте передавал свои опыты. Также для развития предпринимательства у нас есть уникальные программы, что касается обмен опытом в странах, как Австрия и Германия. Я хотел бы здесь подчеркнуть, правительство Молдовы покрывает все расходы, связанные с обучением здесь, в Молдавии, и правительство Германии покрывает все расходы, что связаны в Германии. Стажировка это на 1 месяц. И сейчас мы как раз набираем группу, и 28 числа, конец месяца, приедут эксперты из Германии, которые будут селектировать потенциальных участников для этой программы. Предприниматель из Молдовы, он должен покрыть только авиаперелеты. Также такая же программа у нас есть с австрийцами и тому подобное. Я хотел еще подчеркнуть, одна из приоритетов это помощь предпринимателям найти партнеров за рубежом и привлечение инвестиций. К примеру, мы на 25 числа мы откроем одну из инвестиций, которая у нас была на севере Молдавии. Это порядка около 3 миллионов евро в области текстиля. Предприниматель из Румынии, он открыл 2 предприятия, одна в Бельце и другая в Дандушане. И
в дальнейшем хочет развить и в другие, как Фалешты, Единцы, в других регионах. Мы проанализировали здесь, в Кишиневе, организуются многие организации, и организации по продвижению экспорта, и другие ассоциации организуют разные бизнес-встречи, разные инвестиционные форумы. В Гагаузии мы тоже знаем, что один из самых лучших форумов организуется. Мы, как торгово-промышленная палата, выступили с инициативой организовывать тоже в регионах. И в прошлом году мы организовывали в Бельце. И как результат вот этого инвестиционного форума мы нашли одного инвестора, который будет инвестировать. И уже инвестировал в индустриальный парк в Бельце. А в этом году мы организовывали в рамках выставки президентов в Молдавии один большой форум для юга Молдавии, инвестиционный форум в городе Кагуле. Так, чтобы мы помогли всей территории, всем предпринимателям, потому что были желания и предпринимателей с юга, и с севера, чтобы мы привлекли инвестиции не только для Кишинева, для больших городов, но и по регионам Республики Молдова. Также для предпринимателей из Гагаузии совместно с местными властями мы организуем разные выставки для продвижения товаров в городах из Гагаузии. И в этом году, допустим, организовывали и пасхальную выставку. И такие вот мероприятия на местном уровне, продвижение товаров, чтобы люди узнавали на местном уровне, после этого на национальном уровне, и подготовить наши товары и продукты для экспорта в Европейский Союз, и не только в СНГ и в других странах. К примеру, я вернулся вчера из Израиля, там тоже мы нашли потенциальных партнеров и можем начать какие-то совместные кооперации по производству товаров и в дальнейшем экспорте как в Израиль, так и в других странах. И второй вопрос я хочу адресовать госпоже Паладичук. Какие программы АДИМ направлены на развитие инновационного подхода в малом и среднем бизнесе? Вот мы показали репортаж по производству деревянной тары в Камрате. Какую конкретную помощь и в каком формате вы можете оказать предприятию Александра? В том случае, если бы он к вам, например, обратился бы. И очень прошу ответы покороче, а то у меня много вопросов, я не успею просто задать вам все вопросы. Добрый вечер еще раз. На самом деле Организация по развитию малого и среднего предпринимательства предоставляет много услуг и программ для поддержки и инноваторских бизнес-идей и бизнесов по всему региону. Для того, чтобы поддержать инновационные проекты, организация предоставляет программу как эффективный менеджмент бизнеса, то есть это тренинговая программа уже для существующих предпринимателей. Также организация предоставляет помощь предпринимателям в рамках программы «Паре 1+1», где они могут участвовать также в тренинговой части и получить грант до 250 тысяч леев для открытия бизнеса. Кстати, в Гагаузии уже 12 предпринимателей получили финансирование через эту программу. Тоже через АДИМ женщины-предприниматели могут получить и тренинги, и услуги поддержки для того, чтобы развить свой бизнес, также финансовую помощь в грантовой форме. Другая программа, которую организация предоставляет, это фонд гарантирования кредитов. В рамках этого фонда гарантирования есть разные продукты для разных типов предпринимателей, то есть это молодые предприятия, это предприятия, которые
открыли женщины-предприниматели. Это уже существующие бизнесы, это бизнесы, которые уже готовы идти к экспорту, которые хотят взять кредит, но у которых нет достаточно гарантии предоставить банку. Поскольку банковские деньги – это очень важный финансовый ресурс для развития бизнеса. Также существуют другие программы, как программа международная сеть предпринимательства Enterprise Europe Network. Вместе с торгово-промышленной палатой мы внедряем этот проект в Молдове. Через этот проект мы можем предоставить предпринимателям помимо консультаций, информации о инновациях, о разных рынках, мы организовываем мероприятия для предпринимателей. Например, 15 мая организовываем международную встречу с предприятиями из Турции, Румынии и Молдовы здесь, в Кишиневе. Также есть другие программы, которые сделаны для того, чтобы помочь предпринимателям по всей территории Республики Молдова. Нужно еще отметить бизнес-инкубатора. Их у нас 11 уже. В бизнес-инкубаторах предприятия есть, которые предоставляют услуги, и предприятия, которые производственные процессы какие-то. И в рамках бизнес-инкубаторов у них помимо консультаций и помимо места, где они могут развить свой бизнес, и получают разную помощь, также финансовую и консультационную. А в рамках 9 бизнес-инкубаторов у нас есть и revolving фонды для того, чтобы помочь предприятиям с покупкой технологии или промышленной техники для своего бизнеса. Спасибо. Александр, вот госпожа Паладичук отметила, что они очень много помогают, да, местным предпринимателям, в том числе и нашим гагаузским. Можете и вы поделиться с нами вашей информацией? На самом деле они достаточно много помогают, и нам просто не было времени, чтобы сказать. Мы выиграли еще, мы подавали заявку на программу «Пари 1+1», еще участвовали в этой программе. 1,5 года назад, соответственно, писали бизнес-план тоже, и оттуда тоже выиграли на другую часть оборудования. Да, вот, так что от них тоже была очень большая помощь, и им за это огромное спасибо, конечно. Но вы выиграли и по программе САРТ, да? Да. Что вы приобрели на эти деньги? Расскажите немножко. По программе САРТ мы приобрели два станка. Это получается лучильный гирулор, который преобразует с круглого леса дощечку, перерабатывает, и шивалку. Это станок, который закрепляет донышко к каркасу ящика. Вы это оборудование уже запустили? Да, оно уже работает, уже был произведен запуск. Наладка сначала, а потом запуск. А по программе «Пари 1+1» мы выигрывали, подавали тоже на 2 станка и, соответственно, закупили их. Это станок, который позволяет автоматически забивать, то есть производить боковую часть ящика и каркас. То есть на автомате все это. Это как конвейерное такое, конвейерное, то есть, не насколько ручное. я понимаю, помощь. Да, помощь, конечно, колоссальная. Только с Кишинева или есть и гагаузские власти тоже вам помогают? Ну, гагаузские власти помогают. В любом случае, они же, программа САРТ, это же работа, получается, результат наших властей, власти автономии. То есть главное не мешать, да? Не мешает, это уже хорошо, да? Нет, ну я бы так не сказал, я бы сказал, что на самом деле есть помощь, и можно работать, можно создавать другие направления. Власти смотрят на это открыто и всячески помогают советами, программами разные создаются. То есть да, тот же инкубатор в Чедерлунге, тот же Сислаб-центр. То есть просто надо захотеть работать, и все. Я думаю, что есть все предпосылки к этому. Светлана, коротко очень, вот что вам удалось за счет грантовых денег реализовать? Вы перечислили некоторые ваши проекты? Это довольно-таки такие разноплановые бизнес-идеи. То есть мы, когда провели определенный маленький анализ, у нас получилось, что 50% это производство и 50% это сфера услуг.
Что касаемо бизнес-идей, то есть они абсолютно различные, они такие очень уникальные. Допустим, в Кангазе открытие блина, и мы понимаем, что это у нас один из самых больших населенных пунктов, да, там есть очень хороший туристический комплекс, он в туристическом Вы участвовали в открытии этого комплекса? Ну, это являлось частью программы «Старт», да, то есть мы участвовали, и вот у нас женщина пришла с такой бизнес-идеей, то есть открыть блинную непосредственно в Кангазе. То есть да, почему бы нет. Потом швейное ателье. Казалось бы, что здесь инновационного. Швейное ателье состоит в сущности в том, что девушка шьет на заказ непосредственно для ресторанов, для гостиниц, и в обязательном порядке это лейба с гагаузским орнаментом, то есть не просто так. Следующие виды услуги — это сфера услуг. То есть, что касаемо непосредственно бизнес-идей, они у нас разноплановые, все такие эксклюзивные и индивидуальные. Но самое важное, что мы создаем рабочие места. Это как минимум три рабочих места. И мы уже наблюдаем тенденцию того, что наши участники функционируют. Элементарно Илья Капаклы, он приобрел станок для листогиба. Это то есть после использования грантовых денег они продолжают работать? Конечно, да? конечно. Наша основная цель не открывать предприятия ни в коем случае, а наоборот, чтобы они функционировали, развивались. У нас есть еще один инновационный курс обучения, это фондрайзинг, то есть поиск привлечения финансовых средств. И радует тот факт, что наши участники, даже если не получают финансирование, у нас есть уже 4 предприятия, которые нашли инвесторов, подали свои бизнес-идеи и открыли свой бизнес. Спасибо. Вадим Петрович, при Камрадском государственном университете открыт инноцентр, да, инновационный центр. Вот чем занимается этот центр и какая от него польза для местного сообщества? Инновационный центр при Камрадском госуниверситете продвигает на самом деле инновационные идеи, потому что по линии финансирования, которые были выделены через Академию наук, это именно то, что мы называем инновациями. Это местные национальные разработки, патентирование и, соответственно, уже непосредственно введение этих патентов или разработок конкретно в реальность через конкретное предприятие. Допустим, несколько проектов, которые были реализованы в рамках этого инновационного центра, это, скажем, производство новых инновационных котлов на биомассе. Это компания «Галят Вита», которая сегодня является одним из производителей мебели в Гагаузии и в Республике Молдова. Она разработала свой инновационный продукт именно с котел с высоким КПД. Нет, не единственный. Еще у нас есть производитель в Чадурлунге котлов на биомассе. То есть то, что радует, у нас уже производится промышленное оборудование. И, соответственно, они запатентовали их ноу-хау. Это котел достаточно простой в использовании, но с высоким КПД. И они получили финансирование под этот проект. Далее наши виноделы пользуются плодами деятельности инноцентра. Есть экономия? Конечно, есть. Во-первых, кроме экономии, есть достаточно высокая производительность. Пользователи довольны, да? Конечно, мы должны аспект Республики Молдова делать на два очень важных компонента. Это конкурентоспособность и производительность нашей экономики. Должны быть, скажем, конкурентоспособными и производить больше при меньших затрат факторов производства, будь то труд, капитал и другие, земля, допустим, и так далее. То есть нам это очень важно вот на своем потенциале. И то, что делает инновационный центр, именно основываясь на нашем потенциале. Здесь могу сказать и про компанию Азамет Плюс, которая, в принципе, тоже является продуктом, именно выходцем, выпускником этого инноцентра. И сегодня запатентованное масло из виноградной косточки, которое производится здесь, даже мука из виноградной косточки, которая экспортируется уже, я не знаю, сколько стран. Валентина Узель экспортирует именно Азамет Про, Азамет Плюс экспортирует свою продукцию. Но здесь могу сказать, что это вот прорывная промышленность, это промышленность, которая дает сегодня очень высокую добавленную стоимость. Они тоже финансируют какие-то проекты, да? Да, Азамет Про, Азамет, они являются постоянными получателями различных программ, грантов. Во-первых, там
профессиональная команда, профессиональные Делится финансисты и, соответственно, русскими они, предпринимателями. ну, конечно, ну, смотрите, это полностью очень хорошая подпитка, поддержка для нашего винодельческого сектора. Полностью замкнутый цикл производства. Все отходы они используют для производства продуктов, иногда, которые имеют добавочную стоимость, скажем, отход производства винодельческой промышленности имеет более высокую добавленную стоимость, чем само вино, коньяк или бренди, произведенные на наших предприятиях. Это Спасибо. очень важно. Да, спасибо. Несомненную роль в ведении инновационного бизнеса играет и личность предпринимателя. Именно от него зависят конкретные задачи и методы их решения. Об этом репортаж наших коллег канала Регионал. Давайте посмотрим. Начать свое собственное дело в Молдове возможно, особенно если твоя идея уникальна и ты искренне в нее веришь. Нам удалось познакомиться с молодой семейной парой, которая совсем недавно решила занять довольно инновационную нишу в нашей стране. Александрина Бырсан вместе с мужем конфекционирует дизайнерские коробки для складирования и хранения вещей. Яркие, красочные, необычные картонные коробки могут вписаться своей оригинальностью в любой интерьер и применяться в самых различных целях. От хранения офисных принадлежностей до складирования детских игрушек или даже одежды и обуви. А главное новшество заключается в простой самостоятельной сборке изделия после его покупки с магазинных прилавков, где их можно найти в собранном виде, что облегчает и перевозку коробки. Facem cutii cu poze, facem cutii personalizate. Cutiile noastre se montează foarte ușor acasă în 3 minute, între un set de butoane și tortițe din plastic, ceea ce le facem mai individuale de o cutie simplă de carton. Pentru că cineva poate să mă întrebe, este o cutie din carton, de ce? Da, cutii de carton sunt în Moldova, însă nuanța și rafinamentul care le reprezintă cutiile noastre sunt doar la noi. Два вида размеров и неограниченное количество картинок. Офисный стиль, цветы, животные, целая детская линия с напечатанными любимыми мультяшными героями, а также возможность персонализированного заказа с исполнением любого желания клиента. O cutie care urmează să ajungă pe rafturile magazinelor arată cam în felul următor. Deci este un set, baza cutiei, părțile laterale și un set din plastice, la ce mă refeream anterior, sunt niște butoane din plastic și tortițele laterale, care se pot observa aici. Se desprinde la bază și după care se anexează în găurile special făcute pentru acest lucru la baza cutiei de carton. Cam în felul următor. Aici o să... Și după care se fixează o parte laterală. Вот такими легкими движениями рук за 3 минуты, не используя клей, покупатели сами могут в домашних условиях смонтировать декоративную коробку для складирования. Особую привлекательность им придают удобные ручки по бокам и, конечно же, рисунок, при напечатании которого, кстати, используются исключительно нетоксичные краски. Подобная бизнес-идея у молодой семьи родилась после полученного из-за границы подарка в виде дизайнерской необычной коробки для хранения вещей. Осознав, что в Молдове такого продукта еще нет, пара решила, что именно они могут стать первооткрывателями в этом смысле. С легкой долей сожаления Александрина констатирует, что у нас пока еще не сильно развита культура правильного и одновременно привлекательного хранения вещей, поэтому приходится много и терпеливо объяснять полезность своего продукта. Однако в популяризации такого подхода к декоративному складированию всего необходимого молодая семья и видит свою миссию в настоящий момент. Mi-a fost greu să cunoaștem piața, mai cu seamă că este un produs nou. Și a fost nevoie să cochetăm cu fiecare client în parte, adică să le propunem acest produs pentru că aici încă nu este și de fapt trebuie să-i educăm, să le spunem pentru ce este această cutie. Начало было довольно непростым, вспоминает Александрина, однако очень помогла поддержка, оказанная государством. Am accesat granturile Organizației pentru Dezvoltarea Micului Business, ODIM, și anume la programul Pare 1+1. Statul ne-a garantat fiecare leu investit de noi, de fapt, în mărime de 200.000 am primit acești bani care ne-au fost de ajutor și acum, deci în continuare avem careva problemă, apelăm la această organizație și de fiecare dată ne ajută. Acum am accesat la un alt grant din cadrul acestei organizații Femei în Afaceri.
Когда-то у молодой семейной пары стоял непростой выбор – уехать в поисках лучшей жизни в другую страну или попробовать сделать что-то самим дома. Спустя время сегодня уже юные предприниматели с уверенностью и гордостью заявляют, что ни на секунду не пожалели о своем решении. Ведь работать дома, рядом с детьми, видеть, как они rastут и развиваются на своем родном языке и на земле своих предков, bесценно. Da, se poate și în Moldova. Am decis să rămânem pentru că suntem probabil foarte curajoși. Dacă este optimism și, aș spune eu, patriotism, poate rămâi acasă și faci un lucru frumos. Și mai cu seamă dacă faci ceea ce îți place. Deci noi în ideea noastră de afaceri am încercat să găsim și un hobby. Смелость, уверенность в результативности дела и непрерывные усилия – вот залог успеха. Этот урок мы усвоили от Александрины Бырсан, которая, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, прорывается своей инновационной идеей на молдавский рынок и продолжает развивать свой бизнес. Cel mai mare plan al meu ca în fiecare casă să fie cel puțin o cutie de noastră. Voi fi mulțumită dacă aș intra la cineva străin în casă și să văd undeva în șifonier sau chiar în locuința, în odaia copilului va fi o cutie produsă de noi. К сожалению, наша передача уже близится к концу, и мне бы хотелось обратиться еще раз к нашим участникам канала Regional с таким вопросом. Как вы считаете, в нашей стране есть будущее у малых и средних предпринимателей? И что необходимо сделать гагаузским властям, чтобы процент предприятий на юге увеличивался с каждым годом все больше и больше? Конечно, есть будущее у нас в нашей стране. И вот такие конкретные примеры, которые мы сегодня видели в нашей передаче, очень важны для других предпринимателей. Я хотел бы, мы много говорим, как помогать малым предприятиям. Совместно, допустим, с Содимом мы в прошлом году обучили более 400 молодых предпринимателей, которые хотели начать какое-то дело в Гагаузии. И такие курсы очень важны для молодых предприятий, потому что по статистике, если говорить, у нас больше компаний в прошлом году закрылись, чем открылись. И мы должны быть ближе к предпринимателям и молодым специалистам обучить, как, что и все шаги, которые они должны сделать в дальнейшее дело, производство, которое они будут делать в Молдавии. Мы также считаем, что инновационные предприятия имеют, конечно же, большую перспективу Республики Молдова. Эта идея развития МСП прописана в стратегии по развитию малых и средних предприятий, она прописана в наших организационных планах. Что должно сделать правительство Гагаузии? Скорее всего, предоставлять больше информации молодым людям и вообще людям из Гагаузии о том, какие плюсы есть в том, чтобы открыть свой бизнес и как они могут инвестировать свои деньги, даже те, которые приходят из-за границы, те, которые у них есть тут. Потому что, говоря о малых и средних предприятиях, мы в большинстве случаев говорим о микропредприятии. Это предприятие, в котором работает от 1 до 3 людей. Спасибо. Ну что ж, подведем итог уже и нашей передачи. Ответьте мне вот на такой вопрос. Чувствуется ли в Гагаузии бюрократия, коррупция местных чиновников при открытии и ведении бизнеса? Предприниматели могут мне ответить. Владимир Петрович, вам потом другой вопрос будет. Александр. Ну, насчет коррупции вам, наверное, лучше. Бюрократия. Лучше. Ну, бюрократия присутствует всегда, но отчасти она бывает и по нашей вине тоже, потому что мы не понимаем, какие документы нужно собрать, да, там, ну, бюрократия в любом случае она существует, да. То есть при открытии бизнеса не совсем легко, да, нашим предпринимателям, молодым, начинающим? Ну, я бы не сказал так, что сложно, да, там, открывать там компанию какую-то или собирать какой-то пакет документов. Это не фактор, который должен определять успех предпринимателя. Это на самом деле мелочь. Светлана, вы что думаете по этому поводу? Ну, взяв во внимание, что у нас сейчас происходит некая оптимизация, у нас все структуры теперь находятся под одной крышей, можно сказать.
Что касаемо, исходя из общения с нашими участниками, то есть элементарно зарегистрировать предприятие, это 3 дня, то есть пошел в регистрационную палату, мы, кстати, привлекаем экспертов для того, чтобы они проконсультировали, чтобы наши предприниматели не допускали какие-либо ошибок. Собираешь документы. То есть вы даже им помогаете, да? Да, мы привлекаем и налоговую инспекцию, ломать некие стереотипы наших предпринимателей, потому что им кажется, что это такой какой-то очень карательный орган, но на самом деле они являются нашими партнерами, они консультируют нас для того, чтобы избежать какие-то ошибки. Что касаемо бюрократии, мы все живем в Республике Молдова, есть какие-то регламентированные документы, которые подразумевают определенные шаги, и без этого, в принципе, никак. Понятно, спасибо. И, Вадим Петрович, что делается властями для того, чтобы искоренить вот эти моменты, трудности, скажем, мягко? Я думаю, что предприниматели ответили на этот вопрос. Конечно же, вопросов достаточно много, но я считаю, что самый основной вопрос, который сегодня на уровне страны уже производится, это сокращение уровня структур, сокращение уровня количества контролирующих, инспектирующих структур. Это отразилось на Гагаузии, количество контролей. И особенно то, что касается... вот эти реформы, которые происходят реформы, которые они однозначно позитивно отражаются на бизнесе. Во-первых, надо посмотреть последние показатели по Doing Business. Это в Молдове. Молдова из каждого года поднимается вверх по ступенькам этого показателя, очень важного рейтинга. Конечно, мы немножко отстаем по глобальному индексу конкурентоспособности, но это есть системные проблемы. Это системные проблемы в образовании, есть системные проблемы в качестве компетентности, и работа самих институтов власти. Я считаю, что в принципе нам первое то, что нужно сделать, и мы то, что делаем, мы главное, чтобы не мешали бизнесу, и наоборот были открыты. Вы имеете в виду местные власти? Я говорю про местные власти, региональные власти. Нам не нужно мешать, нам нужно помогать всячески. Мы должны все для себя понимать, что за счет их налогов мы получаем заработную плату. Поэтому это означает, они наш работодатель. Поэтому здесь мы должны быть открытыми, всегда помогать, предоставлять информацию. Коллега с Одима, она правильно сказала, потому что очень много возможностей сегодня. Смотрите, в прошлом году 2 программы грантов. В этом году мы начинаем новый конкурс. Я говорю про то, что СИСЛАБ, я говорю еще конкурс, который исполкомовские гранты, скажем, и гранты, которые предоставляются в рамках Европейского Союза. Это 500 тысяч евро, это на минимум 25 проектов, которые мы объявили на этой неделе. То есть это поддержка, которая, скажем, каждый день, все больше и больше. И плюс к этому у нас достаточно хорошая поддержка со стороны таких структур развития предпринимательства, как бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор за 2 года в Чедурунге развился до серьезных объемов. Это сегодня организация, которая, если 2 года назад она еще была с дефицитом финансовых средств, сегодня она полностью покрывает свои затраты, наоборот, эта структура уже может и сама инвестировать в новые, скажем, возможности предоставления поддержки для малых предприятий. То есть мы можем смело сказать начинающим предпринимателям не бояться открывать предприятия и идти вперед, да? Да, конечно. Спасибо. Инновационная экономика может существовать только при наличии предпринимательской среды, развития производственного сектора. Инновации открывают дорогу к новым товарам и услугам, методам производства, источникам сырья и технологиям. Развитие предпринимательства на территориях имеет огромнейший потенциал, являясь в свою очередь и вектором решения социально-экономических проблем. Это и должно быть нашей альтернативой. Вы смотрели в прямом эфире передачу «Альтернативы». Я благодарю всех участников сегодняшней дискуссии. Напомню, что участниками сегодняшней передачи были Александр Гайдаржи, предприниматель, директор предприятия «Парадис-Лем», Светлана Георгиева, координатор центра СИСЛАБ в Камрате, Вадим Петрович Чибан, заместитель Башкана Гагаузии. В Кишиневской студии мы говорили с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Михай Былба и Оксаной Паладичук, координатором проектов Организации по развитию малого и среднего бизнеса в Молдове. До встречи в эфире «Альтернативы». Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале.
Альтернативы. Широкий выбор идей для нормальной жизни.